Друзья, всех приветствую, доброго времени суток. Меня зовут Талиб Аббасов. Я сам родом из Туркменистана и проживаю я в Соединенных Штатах Америки. Я активно занимаюсь благотворительной деятельностью. Буквально месяц назад в социальных сетях я увидел видеоролик, где двое пожилых людей обращаются к нам, туркменистанцам, которые живут за границей, чтобы мы смогли помочь им найти ихнего сына, Бабаева Дидара, который в 2019 году вылетел из Туркменистана в Турцию на заработки. С 2021 года нет никаких известий, он пропал без вести. Родители в очень плачевном состоянии, безысходном. Мать плакала, просит, умоляет помочь. Хоть какую-нибудь новость, помогите, говорит. После того, как я увидел этот видеоролик, я сразу же написал автору этого видеоролика. Он мне сказал, что он не обладает информацией этой семьи. Он всего лишь в целях распространить этот видеоролик, может быть, хоть кто-нибудь увидит и отпишется. Я сразу же связался со своими подписчиками, я сделал видеообращение, попросил их, если кто-нибудь знает эту семью, дайте мне, пожалуйста, хоть какую-нибудь информацию. Я сказал в своем обращении, что я сделаю все, что от меня зависит, и что для меня не безразлична судьба этой семьи. Я сделаю все, что могу, чтобы найти ихнего сына. Мой видеоролик разлетелся по всему интернету. Более 100 тысяч людей просмотрели этот видеоролик, оставили комментарии. Народ Туркменистана также переживает до сих пор. Каждый день спрашивает, оставляет комментарии, интересуется, нашелся ли Дидар, не нашелся ли. Мне сразу же передали контакты этой семьи, я созвонился с ними. Я поговорил с отцом Бабаева Дидара. Я выразил ему свое глубочайшее сожаление, что также и весь народ переживает, и что я сделаю все, что смогу, достучусь до любой двери, лишь бы получить какую-нибудь информацию. После того, как они выложили этот видеоролик, власти Туркменистана надавили на них и принудили их удалить, так как сотрудники Министерства внутренних дел стали угрожать им. Если они не удалят, то у них могут оказаться проблемы. Я не удивлен, честно говоря, так как наша власть постоянно это делает. По их мнению, в Туркменистане нет никаких проблем. И также они считают, что такого рода видеоролики позорят Туркменистан. Я не могу найти подходящих слов, потому что для нашей власти жизнь человека не имеет никакого значения. Это очень печально, что мы живем в таком веке 21, что человеческая жизнь ничего не стоит в Туркменистане. Так вот, я выразил поддержку семье. Я сказал, чтобы они не переживали, что я буду постоянно им звонить, буду на связи, чтобы они дали мне чуть-чуть время, и как-нибудь я постараюсь решить эту проблему. Я объявил сбор, я собрал деньги и передал эти деньги Бабаеву Чары, чтобы он смог полететь в Турцию и выйти на программу Müge Anlı. Müge Anlı — это телеведущая, которая помогает найти в Турции пропавших без вести людей. До этого в видеоролике он открыто сказал, что хочет поехать в Турцию, выйти на эту программу и найти своего сына, и просил помочь средствами. Я, соответственно, собрал деньги, передал ему эти деньги, и 6 мая он выехал из Мары в Ашхабад, пришел в посольство в Турции, в Туркменистане за визой, подал на визу, и ему сказали, что в течение недели свяжутся с ним. Прошла неделя, прошла 8 дней, 9 дней, 10 дней, и на 11-й день с ними связались, сказали, что приходите. Он поехал снова, ему отказали в визе. Честно, я не удивлен. Ему отказали в визе, ему не сказали причину отказа. Бабаев Чары никогда не был в Турции, Бабаев Чары никогда не нарушал иммиграционный закон ни в одной стране, он до Турции не был. Хочу донести вас, что Туркменистан и Турция
стали визовым режимом. Турция ввела визовый режим с Туркменистаном по просьбе нашего национального лидера, так называемого Аркадага, как он себя называет, покровителя, и также людей заставляют так называть его. Благодаря нему теперь туркменистанцам нужна виза, чтобы полететь в Турцию. Это уже другой разговор. После этого ему отказали. Мне сообщила его племянница, сказала, что ему отказали в визе, и что он плачет, как маленький ребенок перед посольством. Плачет, ему не говорят причину, он просит: вам почему вы мне отказали, хотя бы скажите причину, но никто не говорит. Сотрудники посольства отказались даже ему говорить причину отказа. До мне дошла информация, что сотрудники Министерства национальной безопасности сотрудничают с посольством Турции в Туркменистане. Посольство передает информацию этих людей, которые хотят полететь в Турцию, граждане Туркменистана, их данные, и Министерство национальной безопасности уже решает, кому дать визу, а кому нет. Вы можете себе представить? Да, вот это происходит в Туркменистане. Они это сделали из-за того, что наши граждане Туркменистана тысячами едут в Турцию на заработки. И они не хотят, чтобы наши граждане ехали в Турцию на заработки. Ну ладно, создайте условия, пусть люди живут в Туркменистане, работают. В чем проблема? Зачем вы рубите с плеча? Я позвонил снова Бабаеву Чары. Я сказал, что пусть потерпит чуть-чуть, что я обращусь к международным сообществам, попрошу их помощи, чтобы они оказали помощь, содействие в этой проблеме, так как здесь идет судьба человека, не только одного человека, но и 3 детей, которые будут расти без отца. Любая новость, если он жив, то жив, если нет, то нет. Хотя бы это, потому что каждый день они живут с надеждой. Они живут с надеждой, что их сын вернется. Они каждый день смотрят телефон. Они не спят. Вы можете себе представить? Самое худшее, что может случиться в этой жизни, это потерять своего сына, своего ребенка. Не дай Бог кому-либо из вас испытать это чувство. Не дай Бог. Это самое худшее. После этого я не знаю, что сделать. Я решил записать обращение международным сообществам, организациям по правам человека, также и другим международным организациям, которые могут оказать давление на власть Туркменистана и также содействовать помощи найти Бабаева Дидара, чтобы он смог вернуться в своей семье. Хоть какую-нибудь новость, прошу вас, помогите, поддержите. Это, понимаете, беда. Почему я активно участвую в этом? Так как для меня не безразлична судьба этой семьи. Я сам живу вдали от своей семьи 5 лет. Это могло бы произойти и со мной тоже. Никто не застрахован в этой жизни ни от чего. Но самое худшее, что наша власть ничего не хочет предпринимать. Ничего. По телевизору пропагандируют, что в стране все хорошо, и что такого рода видеоролики позорят нашу страну, и что в стране все хорошо, нет никаких трудностей, народ живет в достатке. Это все пропаганда. Как ни включишь телевизор, они только постоянно показывают президента. Президент то открыл, президент это сделал, президент такое открытие сделал, президент машину собрал сам. Вы сами тоже, наверное, видели. Тут не нужно много комментариев. Так вот, вы можете себе представить, власти Туркменистана, вместо того, чтобы заставить убрать этот видеоролик с обращением, они бы могли бы сказать: Чарага, идемте, напишите заявление, мы сделаем запрос в Министерство иностранных дел Турции, и мы попросим их оказать содействие в этой проблеме, чтобы они хоть каким-нибудь образом помогли найти. Но они даже этого не сделали. До этого, когда он обратился в правоохранительные органы, они его стали отправлять в другие места. Это я говорю вам не просто слова, это прямые, с доказательством, понимаете? Мне рассказала лично его племянница, что он пошел в полицию, что они его отправили в другое место и футболит его, понимаете? Это бесчеловечность.
Для нашей власти безразлична судьба человека. Если для нашего власти безразлично, то для меня нет. Понимаете? Для меня не безразлично. Я сделаю все, что от меня зависит, с Божьей помощью. Я прошу вас также, все, кто видит этот видеоролик, распространите это. Возможно, ваше распространение этого видеоролика сможет облегчить страдания этой семьи. Если есть какая-нибудь организация, которая сможет помочь нам, прошу вас, помогите. Никто не застрахован, поэтому прошу вас, поддержите нас, помогите. Так как власть наша бессильна, они думают только о себе, как бы обворовать страну. И все. Всем мира и добра.